Всем доброго утра, хорошего настроения. Начинаем новый рабочий день. С вами Вероника Тамтосова и «Утро Якутии». Что у нас интересно? У нас все, как всегда. Это прекрасные гости, чудесные новости, интересные факты, которыми мы непременно с вами поделимся. И, конечно, прогноз погоды. Итак, что же у нас за окном? За окном сейчас у нас в центральных районах минус 3, минус 4 градуса. В заречной группе 2-5 ниже нуля. В южных 3-4 со знаком минус. В Вильской группе 3-8 мороза. В Нижнеленских минус 3, минус 5. В западных 4-5 ниже нуля. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 5 плюс 5. В Янских 4-8 со знаком минус. На северо-западе 1-15 градусов холода. В Якутске температура в 6 часов утра составила 3 градуса мороза. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица. Температура в столице минус 1 плюс 1 градус. Вот так вот сейчас за окном. Будьте осторожны. Правда, очень скользко. Погода очень обманчивая. Кажется, что достаточно тепло, но, к сожалению, это уже не так. Осень вступила в свои права, ну и уже прям снег лежит. Ну, вообще, главное – это настрой и хорошее состояние души. Ну, кстати, устают не только люди, но и животные. И смотреть на эти факты очень интересно. Фотографии уставшей лисы разлетелись по соцсетям. Девушка запечатлела эту необычную картину. Живет в загородном доме и поздним вечером вышла во двор. А на диванчике ее ждал утомившийся зверек, который крепко спал. Отчего так притомилась лиса, не сообщается. Видимо, ночка была бурная. Впрочем, у людей тоже все как у животных. Если всю ночь не спали, многие из нас утром вполне похожи на этого лисенка. Просыпайтесь, Соня, новый день уже наступил, пора взбодриться, пора открыть глазки и, конечно, зарядиться энергией. Ну и чтобы окончательно проснуться, что делаем? Правильно, утреннюю зарядку. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу комплекс растяжки. Для этого нам понадобится кирпичик. Если его у вас нету, можно заменить на книжку, например, второй том «Война и мир». Первое упражнение – исходное положение. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально. Мы делаем вдох, выводим наш кирпичик наверх. На выдохе мы опускаемся с ровной спинкой, важно лопатки свести. Округляем нашу спинку и с круглой спинкой поднимаемся наверх. Вдох, на выдохе мы снова спустились. Округлились. Вдох, выдох. Округлились. Вдох, выдох. Очень эффективное упражнение на раскрытие грудного отдела, поэтому важно соблюдать сведение лопаток. Еще 4, 3, 2, 1. Выполняем 12 раз, 3 подхода. Исходное положение то же самое. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально, кирпичик выводим также наверх, но мы здесь добавляем наклончики в сторону. Делаем вдох, лопатки свели, на выдохе мы наклонились вправо, развернули корпус в центр, переместились влево, развернули, выросли обратно. Выдох, вернулись, вдох. Выдох. Важно, когда мы перемещаемся по центру, кирпичик тянется в потолок. Ни в коем случае мы его не заваливаем. Еще 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Наш кирпичик мы кладем на передний край коврика. Рабочая ножка встает с пяточкой на задний край коврика. Левую ножку мы кладем на кирпичик, делаем вдох и на выдохе начинаем выполнять сначала пружинистые упражнения. Делаем вдох, на выдохе каждый раз все ниже и ниже спускаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Сделали вдох. На выдохе максимально ушли вниз. Зафиксировались на 8 счетов. И стараемся расслабить наши связки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно поднимаемся. Такое упражнение повторяем 3 подхода, 8 раз пружин и 8 раз фиксация. Далее меняем ножку. Комплекс нашей растяжки подошел к концу. Выполняйте растяжку с помощью кирпичика каждое утро и будете иметь пластичное, красивое тело. Всем хорошего дня! Спасибо за пожелание. Конечно, комплекс Виктории очень, мне кажется, хорошо подходит для утра. Так неспешно можно привести себя постепенно в форму, если выполнять все упражнения. Ну а всем, кто завтракает, приятного аппетита. Кто сейчас завтракает, часто задумывается о том, что же я ел на ужин. Надеемся, завтрак у вас вкусный, плотный, чтобы энергии хватило на весь день. Это важно, подчеркивают специалисты. А вот миф о том, что для лучшего самочувствия и здоровья нужно ужинать до 18 часов, спешим развеять. Ведь для сов и людей с ненормированным графиком такая стратегия не подходит. Длительный голодный промежуток способен вызвать нарушение сна и утреннюю гипогликемию, низкий сахар. Врачи отмечают, что важен не абсолютный предел 18:00 часов, а время ужина относительно отхода ко сну. Оптимальным считается завершить прием пищи за 2-3 часа до сна. Ну и ужинать чем-то, наверное, все-таки более полезным и легким. Вот не уверена, что транслируемые макароны подходят на ужин. Нужно что-то такое все-таки соответствующее месту проживания, что-то соответствующее вашему питанию и вашему образу жизни. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями республики. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. С 1 октября текущего года в России пройдет индексация пенсий на 7,6%. Повышение затронет пенсионеров, которые получают выплаты от Министерства обороны и других силовых ведомств, таких как Следственный комитет, прокуратура, ФСБ, ФСИН, МВД. Также индексация затронет обычных граждан, которым в сентябре этого года исполнилось 80 лет. Уже с октября они смогут получить увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 8907 рублей 70 копеек. При этом, если на пенсионеров старше 80 лет официально оформлен уход, им также назначена компенсация в размере 1314 рублей. Перерасчет происходит автоматически. Что еще нужно В Якутии остается двухуровневая система местного самоуправления. Несмотря на общероссийскую тенденцию перехода на одноуровневый механизм, в республике сохраняются администрации муниципальных районов наряду с городскими и поселковыми. В числе причин глава Якутии назвал традиции и сложившуюся систему, а также удаленность многих населенных пунктов от районных центров. Теперь республике предстоит решить, как будут определяться руководители местного самоуправления. По словам Айсена Николаева, общественность выступает за отмену прямых выборов. Это значит, что главы районов, поселков и наследников будут избираться местными советами депутатов. Конечно, существенно возрастет роль депутатов и поселкового совета, и улусного совета депутатов. Избирание глав у нас не будет. Именно по представлению вышестоящей должности главы республики внесет свою кандидатуру, которую именно на уровне депутатского корпуса, именно районного совета депутатов будут избираться главы муниципальных районов. Весной 2020 года в Вилюйске стартовал проект «Яблоневые сады Победы». Организатором проекта выступил экологический фонд «Зеленый пояс Вилюя». Проект фонда был посвящен 75-летию Великой Победы. А на днях, в честь 80-летнего юбилея Великой Победы, экологическим фондом торжественно заложен Яблоневый сад Победы с проведением водопровода на территории Вилюйского лесничества у сквера Герою Советского Союза леснику Николаю Степанову. История фонда «Зеленый пояс Вилюя» в районе началась в 2013 году и носит имя Дмитрия Макарова. Долгие годы плодотворно работавшего директором Вилюйского лесхоза, депутата районного совета многих созывов.
Все больше людей в Якутии принимают решение ухаживать за пожилыми членами семьи самостоятельно. Об этом сообщила директор Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Пахомова. Для этого, по ее словам, специалисты проводят различные мастер-классы и лекции для желающих, рассказывают и даже показывают, как правильно ухаживать за маломобильными подопечными. Так, всего за 8 месяцев этого года в центре проведено 101 занятие, обучили 331 человека. Между тем, сегодня над повышением качества жизни пожилых работает и школа 3-го возраста. Здесь организована деятельность порядка 30 различных секций и кружков. Участвовали в различных фестивалях. И выезжали, значит, за рубеж в Японию и в Монголию. Если вот эти наши выступления были несколько по России, сейчас уже выходим на мировой уровень. Мы раньше не танцевали абсолютно. В общем-то, все, которые подобрались, редко кто из них, в общем-то, в каких-то вот танцевальных ансамблях участвовал. Эта неделя посвящена ответственному отношению к сердцу. Как беречь свой пламенный мотор, как врачи могут помочь предотвратить болезни сердца, какие современные методы используют при его лечении. Поговорим об этом с врачом-кардиологом, заведующей кардиологическим отделением Кардиологического центра Республиканской больницы номер 1 имени Михаила Николаева Натальей Сильной. Наталья Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Ну, сразу вас приятно так видеть, сразу вызывает доверие, что вы к нам пришли. Что для вас, как врача, означает ответственное отношение к сердцу? Ну, такое абстрактное понятие для обывателя. Вот что это? Ну, хотелось бы всех поздравить. Вчера мы отмечали Международный день сердца. Этот праздник уже действительно признан международным. К этому событию приурочено очень много интересных мероприятий, международных практических, научных конференций. То есть тема здоровье сердца очень актуально. Дело в том, что уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями остается высоким и в стране, и по миру. И, безусловно, личная ответственность каждого человека, ну и, безусловно, влияние медицинской общественности очень важны. Ну, личные отношения, я считаю, для борьбы, для того, чтобы сердце было здоровым, это, безусловно, в большей степени зависит от самого человека, как он относится к своему здоровью, как он относится к своим личным переживаниям, личным ощущениям, да, в частности в сердце, что он чувствует. И поэтому я считаю, вот ответственность, безусловно, лежит на каждом. То есть полностью перекладывать ответственность на медицинских работников не стоит. Поэтому призываю наших зрителей, каждого, заботиться о своем сердце. Это самый главный орган нашего организма. Ну вот про самый главный орган говорят, что сердце — это вот символ эмоций, жизни, любви. То есть везде мы рисуем сердечки, Да. там часто делают символы. Насколько это взаимосвязано именно с физиологическими процессами, за которые отвечает сердце? Ну, безусловно, это связано. Дело в том, что работа сердечно-сосудистой системы, она хоть и автоматизированная, но она поддерживается нейрогуморальной связью, это в частности гормональными изменениями, да, это выброс гормона стресса и гормонов положительных, все влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Эндокринная система, безусловно, влияет. То есть нет такого в нашем организме, чтобы работало отдельно. Все взаимосвязано. И в том числе и эмоциональная сфера, безусловно. Особенно негативно влияет. Это длительные стрессы, да, длительный повышенный уровень кортизола, повышенный уровень адреналина в крови, когда постоянно поддерживается высокий уровень стресса, безусловно, это вызывает тонус сосудов, да, увеличивается частота сердечных сокращений. И если в норме, у здоровых людей эти состояния могут длительное время компенсироваться, то есть мы же все в любом случае бываем в состоянии стресса, но у пациентов, у которых есть уже проблемы сердечно-сосудистой системы, если уже есть заболевания, в частности гипертония, ишемическая болезнь сердца, вот такие стрессовые ситуации, длительные стрессовые ситуации могут, конечно, приводить к нежелательным событиям. То есть мы правильно понимаем, что если у человека есть уже такое заболевание, Да. что он должен как-то построить свое существование, свою жизнь таким образом, чтобы избегать Уметь, длительного стресса. да, переживать стрессы, уметь бороться и уметь выходить из этих стрессовых ситуаций. Но стараться не медикаментозно
различными методами. То есть выход из стресса может быть действительно и не только медикаментозный. Это физическая активность, это уметь разряжаться в виде каких-то приятных занятий для себя, хобби, творчество, прогулки на природе, общение с природой, общение даже с нашими домашними животными. Это тоже уже своего рода как антистресс. Это, безусловно, уже доказано. Скажите, пожалуйста, вот есть первичная профилактика, есть вторичная профилактика. Что это для людей, у которых именно связаны болезни с сердечно-сосудистой системой? Да, есть такое понятие первичная и вторичная профилактика. Ну, первичная профилактика – это комплекс мероприятий, который направлен на предупреждение развития сердечно-сосудистых заболеваний, для того, чтобы они не развились у того или иного человека. То есть что туда входит? Это, безусловно, правильный образ жизни, здоровый образ жизни. То есть зная, что у тебя есть, например, предрасположенность, наследственные факторы, да, стараться минимализировать воздействие негативных влияний на работу сердечно-сосудистой системы. К ним относятся вредные привычки, мы их всех прекрасно знаем. Это курение, безусловно, оказывает влияние на работу и сердца, и тонус сосудов. Малоподвижный образ жизни, повышенный вес, и в том числе стрессовые ситуации. Если есть предрасположенность к развитию наследственной по артериальной гипертонии, по ишемической болезни сердца, то есть зная, что есть такие наследственные факторы, мы должны их постараться предупредить их развитие и прогрессирование этих состояний, то есть не довести пациентов до развития так называемых сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. А вторичная профилактика – это тогда, когда уже у пациентов случилась та или иная проблема, в частности, например, перенес человек инфаркт или инсульт перенес, да? Это уже, ну так скажем, изменения, которые, безусловно, нужно постоянно наблюдать, контролировать. То есть пациент должен находиться под наблюдением специализированных врачей, то есть или кардиолога, или терапевта, или невропатолога. То есть вторичная профилактика – это не допустить повторных сосудистых событий. Вот в этом и заключается, в том числе относится это регулярный прием лекарственных препаратов, также продолжение ведения здорового образа жизни. Самое главное – это регулярный контроль у медицинских работников. Вот современные технологии в области сосудисто-сердечных заболеваний – это что? Ну, вообще кардиология – одна из, так скажем, быстро развивающихся и очень современных наук, которая вообще не стоит на месте. Вот буквально, я уже упомянула, вот в прошлые выходные был конгресс кардиологический. Вся кардиологическая общественность, мы все смотрим это онлайн, есть возможности, это в Казани проходило. И судя по тому, какие идут исследования, конечно, удивительно. То есть это настолько наука идет большими шагами, и это постоянно какие-то новые видения. Но я хочу сказать, что у нас в Якутии мы не отстаем, это безусловно. У нас очень достаточно хорошо оснащены медицинские учреждения, в частности, вот кардиососудистый центр, который работает у нас с 2022 года. Мы оказываем всю высокотехнологичную помощь в области кардиологии. То есть это и кардиохирургическая помощь, и эндоваскулярная помощь, и коррекция нарушений ритма сердца. Ну, то есть весь арсенал современной науки, вплоть до фармакологических вмешательств, да, это все в наше время все у нас есть в вооружении современных кардиологов. Ну, это дает надежду, что Да. как минимум профилактикой точно наши жители республики займутся. Вот вы как профессионал, как бережете свое сердце? Ну, безусловно, как мы о чем мы говорили, это стараться, конечно, минимализировать стрессы, в каких-то вещах стараться абстрагироваться, как говорят выражение, не принимать близко к сердцу, хотя бывает это достаточно сложно. То есть уметь отдыхать, безусловно, уметь пережить вот негативное влияние внешних факторов, стараться, безусловно, заниматься двигательной активностью, да, чтобы практически у всех врачей это в основном сидячий образ работы, минимализировано все это за компьютером происходит, ну, то есть все равно должна быть обязательно двигательная активность. Сердце любит работать, я всегда повторяю это. То есть чем больше человек двигается, тем это полезнее для сердечно-сосудистой системы. Ну и
Ваш совет как врача, с чего нужно начинать свое утро, свой день, чтобы вот сердце себя чувствовало хорошо и билось в ритме современной действительности, но при этом здорово? Ну, для здоровых людей в целях профилактики, безусловно, хороший настрой, гимнастика, завтрак обязательно, да, то есть энергию откуда нужно брать человеку на целый день, то есть нужно в любом случае стараться завтракать. А для тех, кто уже имеет те или иные заболевания, безусловно, прием лекарственных препаратов, потому что большинство заболеваний носит хронический характер, и лекарственные препараты нужно принимать постоянно. То есть не пропускать. Ну и вот это в том числе в утренний ритуал входит, это тоже прием лекарственных препаратов. Ну и хороший настрой, самое главное. Чем больше позитива в душе, в мыслях, самое главное, тогда и будет все хорошо, я считаю. Будем стараться привносить это в жизнь, получается, уважаемые телезрители. Надеюсь, что теперь вы точно послушаете совета. Мы даем вам и видео с гимнастикой, и хорошие новости. Надеюсь, в чем-то тоже помогаем в работе вашего сердца. Приходите еще. Спасибо вам большое за совет. Я думаю, что это прям располагает к тому, чтобы быть более здоровыми и чаще обращаться к врачам уже для профилактики. Дорогие друзья, помимо недели, посвященной сердцу, на этой неделе предстоит целый ряд значимых и приятных дат и событий. Так, 1 октября отметим сразу два праздника – День музыки и День пожилых. Так что приготовьтесь поздравить своих бабушек, дедушек и всех пожилых родственников и коллег. А в конце недели, 5 октября, не менее важный праздник – День учителя. У каждого он был, и каждый в своем укромном уголочке сердца хранит воспоминания о своем первом учителе. А какими датами и событиями богат сегодняшний день, узнаем прямо сейчас. На календаре 30 сентября. Сегодня день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. День интернета в России, а также Международный день перевода. По народному календарю вселенские бабьи именины – Вера, Надежда, Любовь. На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти имена были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник – вселенские бабьи именины. Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любви выдается ясным и теплым. Люди подмечали, если журавли полетят в этот день на юг, то на покров уже будет мороз. Этот день в истории. В 1452 году в Германии напечатана первая в мире книга – Библия. В 1902 году запатентован искусственный шелк вискоза. В 1948 году в этот день выполнил первый полет советский многоцелевой вертолет Ми-1. В 2022 году в этот день президент России подписал договоры о заключении 4 новых субъектов в составе Российской Федерации. В этот день родились Юрий Любимов, российский театральный режиссер, актер, педагог, народный артист России. Вера Васильева, советская российская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Моника Белуччи, итальянская актриса, модель. Именины сегодня отмечают Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел и Софья. Еще одна дата в календаре. 51 год назад Мирнинский авиационный отряд отделяется от Нюрбинского и становится самостоятельной единицей. Его возглавляет один из первых пилотов, приземлившихся в алмазной столице, Владимир Кузаков. А спустя десятки лет назад в Мирном одну из улиц назовут в его честь. Подробнее далее узнаем у наших коллег. Авиация Якутии наращивает темпы. А возможно, это только при наличии профессиональных, преданных делу людей. И такие люди были. В мирное небо вернулись опытные летчики, опаленные войной. Владимир Кузаков освоил профессию пилота во время войны, а после победы стал работать уже в гражданской авиации. Владимир один из первых летчиков алмазной столицы. В республику переехал 72 года назад. Где начинал работать по своей летной специальности, а затем возглавил Нюрбинский объединенный авиаотряд, которым руководил на протяжении 12 лет. И Владимир Васильевич активно занимался, организовал вместе с коллективом обслуживание авиационной техники. А тогда пошли уже новые самолеты, вертолеты стали появляться. И вот эта работа была, наверное, с учетом того опыта, тех организаторских способностей, как сегодня говорят,
человек разновекторно направленный, способный организовать в сложных условиях, применяющий какие-то нетрадиционные, сложные решения. 52 года назад Владимир Кузаков ушел с должности руководителя Мирнинского объединенного авиаотряда. Затем работал командиром экипажа Ил-14. После ухода из авиации возглавил яхт-клуб и обучал молодежь. 21 год назад в память о заслугах первого командира одну из улиц Мирного назвали в его честь – шоссе Кузакова. 55 лет назад по левой стороне шоссе находился лишь памятник первооткрывателям трубки «Мир». 24-метровый железобетонный обелиск признан лучшей работой тех лет, а искусствоведы отмечали ее новаторство и оригинальность. Шоссе Кузакова начинается у перекрестка улиц Ленина и Кирова и заканчивается символично у аэропорта. Справа от шоссе находился еще один памятный для жителей алмазной столицы объект – стадион «Металлург». По самому началу 70-х здесь проходили соревнования по футболу. Первенство города по большому футболу здесь проходило. Помню, участвовали команды. Была команда «УРС», очень сильная была команда. Команда «Автобаза», команда «Аэропорта». Это из тех, которых я помню. Тренировки здесь проходили детей. Сегодня стадион стал автодромом. Соревнования продолжаются, как и раньше. Шоссе Кузакова простирается с запада на восток на 1703 метра. Здесь расположены полиция, тир, магазины, административно-бытовой комплекс «Мир» и газовая заправка. Мария Флоренция, Александр Еремин, Александр Заднепровский, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Дорогие друзья, в эфире самая ранняя, самая семейная программа «Утро Якутии». И мы не устаем делиться с вами не только хорошим настроением для здоровья вашего сердца, в том числе, как говорят врачи, но и полезными советами. Сегодня в рубрике «Дела семейные» займемся нейроиграми. Зовите к экранам скорее ваших деток. Будем разбираться, что это такое. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы расскажем вам про нейроигры и как они помогают ребенку развиваться и улучшать его развитие мозга и вообще всей нервной системы. Арон, давай сегодня покажем, как мы с тобой играем. Мы играем в разные игры, которые улучшают деятельность мозга, которые дают концентрацию, то есть ребенок спокойно играет, концентрируется и, конечно же, хорошо в дальнейшем учится. Это подходит деткам с 3 лет, даже с 2 лет можно начинать, школьникам, деткам 10-12 лет. Дети играют и развиваются. Для этой игры нам понадобятся обычные столовые ложки, 1 большая чашка и 2 маленькие. И задача ребенка одновременно 2 руками брать крупу, крупа может быть абсолютно любая, и нести ее в чашке. В этот момент у него развиваются сразу 2 полушария, которые отвечают за речь, которые отвечают за координацию и концентрацию. То есть одновременно у него работает вся его головка, и, конечно же, он развивается и становится более усидчивым, и является отличной подготовкой к школе. Считается, что если ребенок 20 дней подряд будет играть в такие игры, он будет учиться на 5. Еще одна нейроигра с карандашами. Таким же образом мы играем, мы берем карандаши 2 руками и одновременно их кладем. Давай, Ара, начнем. Беру, кладу. Еще раз. Беру карандаши, беру, кладу. Еще беру и кладу. В этот момент у него тоже задействованы все нейронные связи в голове, развиваются 2 полушария, формируется внимание и концентрация. После таких занятий ребенок более усидчив к занятиям. Мы эти занятия выполняем перед математикой, перед какими-то сложными задачами. Это очень хорошо расслабляет его нервную систему, его мозг и дает ему возможность дальше концентрироваться. То есть сначала мы играем, можно играть в любом возрасте, и потом мы садимся за более сложные задачи. Еще одна нейроигра – это перекладывание шарика с одного стаканчика в другой. Стараться нужно это делать одной рукой. На самом деле это выглядит легко, но ребенку с 2 лет это делать не так-то просто. Это развивает его внимание, развивает его координацию и, конечно же, понимание. Он лучше понимает, больше понимает и концентрируется на каком-то одном предмете.
Эта нейроигра поможет даже взрослым деткам стать более внимательным. А задача одновременно двумя ручками работать. Сначала мы работаем две ручки, кладем на ручки, и потом кулачок и ребро. Да? Мы играем где-то примерно 1-2 минуты в эту игру. Для этой игры вам понадобится обычная цветная бумага. Вы вырезаете один кружок, один квадрат и просто обводите две ваших ручки. И все. Кажется, вот так совсем просто, но это помогает развивать ребенка. Поэтому давайте больше времени проводить с родными и близкими, больше играть с детьми. Ну, на очереди любимая рубрика «Книголюбов» — «Книжная полка». Что же посоветуют прочесть на этот раз наши библиотекари? Добрый день. Я хочу рассказать сегодня про книгу «Я легенда» Ричарда Мэттисона. Я думаю, что эта книга подходит под ощущение осени. Я ее подбирал скорее не по сюжету, а по настроению, которое она передает. И, возможно, многим эта история известна по фильму одноименному, тоже «Я легенда», с Уиллом Смитом. В свое время фильм был культовый, и я решил уже после фильма взяться за книгу, как, наверное, многие в данном случае, потому что у Ричарда Мэттисона не так много книг выстрелило, на мой взгляд, и «Я легенда» до сих пор читается очень хорошо, несмотря на то, что книга написана в середине прошлого века. Это книга про надежду и в то же время про одиночество. Я думаю, книга под осень, повторюсь, подходит очень хорошо, потому что главный герой в городе существует в таком тотальном одиночестве. Да? Роберт Невилл осознает, что остался последним человеком на Земле. Каково такое ощущение вам? На Земле существуют, кроме него, полувампиры, полузомби, такие монстры, которые захватили планету, и он понимает, что есть еще также новые люди с новым геномом, которые скорее, опять-таки, вампиры, чем люди. И он последний человек на Земле. Вот книга пронизана, несмотря на безумную динамику, несмотря на то, что у нее небольшой объем, читается она за 2-3 вечера, книга пронизана ощущением поиска себя, самокопания и одиночества. Но очень стильно написана книга, и даже если вы посмотрели фильм, даже если вы помните сюжет, я думаю, что книга вас может удивить. Так что «Я легенда», Ричард Мэттисон, книга про одиночество, самопознание и все-таки надежду. Ну, осень действительно подходящее время для самопознания и созерцания. Благо погода благоволит длительным прогулкам на свежем воздухе. Если у нас можно бесконечно смотреть на падающий снег, то в более теплых регионах осенние краски и урожай все еще радуют глаз южан. Давайте полюбуемся на фестиваль, начавшийся в эти дни в Китае. В экопарке китайской провинции Хунань, расположенном в Чэньше, стартовал фестиваль «Королевство гигантских соломенных чучел». На кадрах посетители с интересом осматривают масштабные фигуры, выполненные из овощей и сена, представляющие животных, героев мультфильмов и вымышленных персонажей. Фестиваль помогает многим вновь ощутить атмосферу детства. Это действительно удивительно. Когда мы увидели чучело, напоминающее Неджа, сразу почувствовали радость и вернулись в детские воспоминания. Также такие мероприятия помогают молодежи обрести ориентиры и взгляды. Эти чучела экологически безопасны, потому что они сделаны из полностью натуральных материалов. Создание таких статуй может помочь воспитать в детях с самого раннего возраста чувство ответственности за окружающую среду. Организаторы мероприятия подчеркнули, что фестиваль является уникальным сочетанием нематериального культурного наследия и современного искусства. Ну, вообще, полевой сезон якутских археологов прошедшее лето оказался как никогда богатым на ценнейшие находки. В Кангаласском районе в местности Оймуран известный краевед Александр Филиппов случайно обнаружил человеческие останки, которые, как оказалось, принадлежат древним людям, проживавшим здесь 5500 лет назад. Все подробности далее. Обнаружено скопление артефактов
из кремня. Обнаружилось целых 2 захоронения. В одном погребении оказались взрослый и подросток. Во втором древние люди похоронили только голову, очевидно, очень почитаемого члена племени. Верхняя часть туловища, голова, они связаны были с верхним миром, с солнцем, звездами, луной, а свод черепа, он представлялся, как бы ассоциировался с небесным сводом. И поэтому то, что мы вот обнаружили такое уникальное погребение, да, говорит как раз о очень таких сложных представлениях племен, населявших Якутию в эпоху неолита. Все содержимое захоронений археологи бережно очистили и перевезли в музей. Впереди целый комплекс лабораторных исследований. И очень интересный здесь, конечно же, сам инвентарь, само вот это вот погребение. Тут, скорее всего, возможно, это импортное сырье, там с Алекмы или там с Верхней Лены, то есть они использовали вот ретушированные ножи, то есть из какого-то там, ну, в нашем понимании, импортного сырья. Уже сейчас можно предположить, что голова принадлежала женщине. Также археологи определили ее примерный возраст. А вот кем она могла быть, пока остается загадкой. У этого черепа, этого индивида очень сильно сточены зубы. Возможно, эта женщина занималась пережевыванием сухожилий для того, чтобы впоследствии изготавливать сухожильные нити. Судя по черепным швам, которые являются тоже таким маркером возрастным, не старого возраста такой, ну где-то среднего возраста, а зубы как прям вот у такого старика. Во втором захоронении были погребены, предположительно, взрослый и подросток. Череп больше похож на женский, но в то же время, судя по тазовым костям, они больше относятся к мужскому индивиду. А вот второй, скорее всего, был подросток, и, возможно, это была девочка, потому что, опять же, судя по тазовым костям. Оба захоронения расскажут современникам о смерти, но больше все же о жизни древних людей, их верованиях, быте, еде, социальном статусе. Оба костяка в первом погребении имеют в сопроводительном инвентаре накладки лука. Это вот тоже очень интересный такой факт. Возможно, воссоздать именно облик самих этих ребят. Также мы можем попробовать реконструировать именно какие-то свои пищевые привычки, чем они питались, там, в каких пропорциях, там, что предпочитали. У нас уже есть похожие работы, полностью реконструировать пищевые привычки вот этого вот индивида из Матта. 80-85% его рациона состояло из белковой пищи, это в основном лось, там, самый у них почитаемый такой вот большой, как бы северный олень, это могла быть рыба, то есть мы находим и в погребениях, и в этих каких-либо стоянках очень много, ну, вот это различного рода там острога, там остатки грузил какие-то и вот эти составные рыболовные крючки, то есть они занимались рыболовством, но гораздо меньшей степени, чем охотой. О чем еще могут рассказать ценные находки? Археологи в предвкушении громких открытий. Ученые делают ставку на генетические исследования. А по ранее изученным захоронениям древних людей, обнаруженным на территории Якутии, ученые уже пришли к любопытным выводам. И вот генетические исследования последние, они показывают, что такие миграционные процессы были не только в восточном направлении, но и в западном. И как оказалось, что племена, когда-то проживавшие на территории Якутии, стали, ну, как бы проосновой для многих уральских этносов, которые вот на северо-западной части России проживают. Вплоть до Феноскандии, оказывается, вот они доходили, эти носители вот этих неолитических культур. Юлия Михайлова, Виктор Дичковский. «Утро Якутии». Ну а прямо сейчас от столь полезной, интересной исторической информации переходим к полезным советам. Осень, пора заготовок, и, конечно, все больше времени проводим за приготовлением вкусных, полезных блюд для нашей семьи. И куда тут без верного помощника, особенно если речь идет о заготовке дичи, ножа. Как правильно и быстро сделать его острым, узнаем в нашей постоянной рубрике.
Здравствуйте, друзья! Самый популярный, самый нужный, самый необходимый в быту столовый прибор, а может быть даже инструмент, если вы находитесь где-то на свежем воздухе или активно отдыхаете, это, безусловно, нож. Нож может быть кухонным, охотничьим, туристическим и прочие другие вариации ножей существуют. Сегодня мы посмотрим, как правильно, быстро и, главное, очень просто заточить обычный кухонный нож. Для того, чтобы пользоваться кухонным ножом, не нужна хирургическая точность, тем самым не обязательно использовать какие-то супер-пупер навороченные средства для заточки ножей. Можно обойтись обычным точильным камнем, он еще называется брусок. Сейчас я покажу, как это нужно делать. Перед тем, как точить, брусочек необходимо немножечко смочить водой. Не сильно, но вот таким образом мы его поливаем водичкой. Говорят, это для того, чтобы скольжение было лучше. Обрабатываем. Обратите внимание, у меня брусок двухсторонний, он двухцветный. Это значит, что две разные его поверхности имеют разную шероховатость. Сперва необходимо точить нож на более шероховатой, более зернистой стороне, и потом уже дорабатывать на более гладкой. Здесь сразу расскажу о парочке ошибок. Многие точат вот так вот, это немножечко неверно. Многие точат вот так вот, это также немножечко неверно. Точить необходимо вот таким образом. От рукоятки выставляем примерно угол на глаз и делаем движение, как будто бы мы срезаем этот брусок, как будто бы мы его строгаем от рукоятки к кончику. От рукоятки к кончику. Стараемся держать угол постоянный, потому что если у нас угол будет по отношению к брусочку лезвия меняться, то заточка будет немножечко неровной. Здесь еще один важный момент. Нужно чередовать движения левой и правой стороной ножа. Потому что если мы будем бесконечно точить одной стороной, вот так, например, и потом через 2-3 движения другой, то заточка может быть немножечко неровной. Раз, два, раз, два, раз. Мы его переворачиваем и начинаем точить на более с мелкой зернистостью. Ну, нож стал чуть более острым, проверяем его на помидоре. Многие режут для проверки остроты ножа бумагу, но в этом нет необходимости, ведь в обычной жизни мы не режем бумагу, а вот помидорки отлично будут резаться. Ну, таким образом. Что ж, друзья, держите ваши ножи всегда в остроте, будьте здоровы, хорошего вам дня и прекрасного настроения. Всего доброго! Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С начала года родители более 86 тысяч детей начали получать единое пособие в Якутии. Такую льготу также назначили почти 3 тысячам беременных женщин. Напомню, единое пособие – это мера государственной поддержки, чей средний доход на человека меньше прожиточного минимума в регионе. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление на портале госуслуг в Клинской службе социального фонда России по месту жительства или в МФЦ. С 2025 года для получения пособия каждый трудоспособный член семьи должен за расчетный период иметь доход не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. В 2025 году размер минимального размера оплаты труда составляет 22 440 рублей. Соответственно, доход каждого должен быть как минимум 89 760 рублей в расчетном периоде. Но если у трудоспособного члена семьи есть уважительные причины для отсутствия работы, например, беременность или уход за ребенком, то требования могут быть смягчены. Проектная команда студентов автодорожного факультета СВФУ разработала прототип защитно-обогревательного устройства для автомобилей. Разработка направлена на решение актуальной проблемы зимней эксплуатации машин в условиях Якутии. Устройство объединяет функции портативного гаража и защиты двигателя, но при этом изготавливается из полимерных материалов, что делает его более удобным и экологичным по сравнению с традиционными металлическими конструкциями. Проект реализуется в 2 этапа: от разработки прототипа до его совершенствования и внедрения в практическое использование. Он будет из полимерного материала, да, и он может заменить и брезент,
да, которую накрываем зимой. И, конечно же, она будет, если мы планируем установить на нем нагревательный элемент. То есть этот проект, пока мы прорабатываем, этой зимой тоже мы проведем эксперименты. Да. Если этот проект реализуется, каждый автомобилист будет использовать это, да, допустим, тогда это уже будет исключено установка автозапуска. В Якутске пройдет архитектурная неделя. Мероприятие состоится с 6 по 10 октября. Приурочено Всемирному дню архитектуры. Она объединит специалистов, представителей власти, студентов и всех, кто интересуется развитием городской среды. Как сообщают организаторы, программа недели обещает быть насыщенной и разнообразной. Торжественное открытие состоится 6 октября в зале Республики. В этот же день запланирован выездной практикум по социальным объектам столицы региона. Также состоится семинар для главных архитекторов муниципалитетов. Санкт-Петербургский хор академической капеллы откроет 15-й международный фестиваль «Северное сияние» в Якутске. В программе концерта духовная музыка 18 и 20 веков, а также русские песни и романсы. Выступление пройдет под управлением Николая Курбатова, главного дирижера певческого коллектива. Открытие музыкального фестиваля состоится 1 октября в Государственном театре оперы и балета. Уже приехал к вам репетировать, а через 2 дня ко мне присоединится старейший русский хор, певческая капелла Санкт-Петербурга. Вот она сейчас собирает вещи и буквально через 1,5 суток окажется здесь. Не совсем в полном составе, чуть-чуть нас меньше, чем мы обычно выступаем, но тем не менее десант достаточно внушительный, и вместе с солистами нас 53 человека. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Каждое утро к нам в гости приходят интересные люди. И сегодня еще одна гостья заглянула с утра пораньше, чтобы поговорить о детском туризме. Почему это актуально и кто в нем участвует, мы спросим у старшего методиста отдела спорта Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Яны Алексеевой. Яна, доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще, детский туризм звучит очень интересно. Почему сегодня детский туризм так актуален и какие проекты, связанные с туризмом, проводит Республиканский центр «Юные якутяне»? Ну, вообще, я считаю, конечно, очень сложно придумать какой-то другой, более действенный метод, чем детский туризм, для того, чтобы привить к детям уважение и любовь к своей родине. Сейчас во главу угла воспитания детей ставится, конечно, патриотическое воспитание детей, вообще привитие любви к родине. И вот мы работаем в этом направлении. У нас, конечно, очень много мероприятий, которые мы проводим. Это значит, у нас первенство, конкурсы, да, вот буквально в пятницу мы подвели итоги республиканского конкурса туристических маршрутов с участием обучающихся, это «Моя Якутия» называется. Проект проводится уже у нас много лет, и вот 2-й год, получается, у нас как бы новое дыхание внесли наши навигаторы. Вообще конкурс проводится по 4 номинациям, и одну номинацию маршрут выходного дня полностью ресурсный центр навигаторы взяли на себя. И вот получается, что мы подвели итоги. Так как у нас конкурс этот был посвящен 80-летию Победы, мы внесли новую номинацию по местам боевой славы якутян. Значит, там победили ребята из специальной коррекционной школы-интерната с тяжелыми нарушениями речи. Они ездили на Ильмень. Директор школы, который возглавлял школу в 80-е годы, оказывается, был ветераном Великой Отечественной войны и как раз-таки воевал на берегах Ильменя. Они рассказывали про это и заняли 1-е место. Заслуженно. Это очень интересно. Да. То есть очень радует, что ребята имеют возможность выезжать и составлять свои маршруты. Вообще я хотела бы отметить эту школу, потому что они участвуют у нас уже 2-й год, и у них очень ведется системная и комплексная работа по разработке маршрутов. То есть они зимой изучают ту местность, куда они поедут, кто там жил и так далее. То есть они 3 года назад ездили в Амгинский район, в прошлом году ездили в Усть-Алданский район, и в этом году они наоборот в Татинский улус, и в этом году они были в Усть-Алданском районе и тоже изучали местных поэтов. Они изучают
стихотворение учат наизусть и так далее. И при этом еще учитель по физкультуре, у них там навыки туризма спортивного проводят. Ну, очень такое, интересно, да, очень комплексная подход, работа, да. То есть, и получается, и творчество, и люди, и географические координаты. Да, есть, там у них тандем учителей якутского языка, истории, физкультуры, то есть они супер работают, мне очень нравится. Ну, а помимо этого проекта, какие еще реализованы на базе юные якутяне? Ну, ежегодно мы проводим традиционный республиканский слет юных туристов. Значит, там ребята живут в палатках. Ну, это получается такой вот итог работы педагогов и детей, которые вот в течение года они, получается, работают, ходят в походы, изучают местность. И на этом слете мы стараемся, конечно, идти в ногу со временем. И в этом году у нас был такой этап поиск условно пострадавшего с дронами. То есть мы работаем в тесной связке с МЧС республики. И, значит, ребята, ну, конечно, они сами не управляли, но вот операторы МЧС, они говорили, куда пойти, и отмечали на карте, где они думают, что условно пострадавшие туда прибегали на местность эту. И производили там разные манипуляции, типа там, как будто условно у него там нога сломана и так далее. Интересно. Искали В каких вертолетную районах и вот городах есть наиболее активные опорные пункты и ресурсного центра юные якутяне? И какую работу они проводят? Вот сейчас у нас, к сожалению, только единственное конкретно совершенно, которое только специализируется на туризме, у нас Амгинская станция юных туристов. Амгинцы молодцы, сохранили вот такую традицию советской школы, потому что станции юных туристов и натуралистов были по всей вообще республике, по всей стране. И вот сохранилась, к сожалению, в Амгинском улусе. Но очень хорошо работает Центр дополнительного образования детей Керели, Мегина Кангаласского улуса. Вот я вот мечтаю, чтобы они вот свой опыт распространили на все наши улусы, потому что у них такая сетевая связь, то есть получается у них там 6-7 где-то есть деревень, которые работают именно по туристско-краеведческой направленности. И они уже, получается, команда Павловской школы, филиалы в Павловске, они уже второй год подряд выигрывают республиканский лед юных туристов у нас. Также у нас есть ребята занимаются в Сатабыле. Сатабыл — это у нас Центр дополнительного образования Татинского улуса. Также мы проводим мероприятия по спортивному ориентированию. И хочется отметить, что в этом году у нас наконец-то Хангаласский улус проявился. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята из Горного, Снамского приезжали, потому что они очень близко живут, но, к сожалению, у нас такой вот, можно сказать, кадровый голод, потому что сложно, конечно, работать, когда нет специалистов. Но вот наш ресурсный центр, мы стараемся поддерживать педагогов, и то есть мы проводим курсы различного рода. И можно у нас обучиться, например, любому классному руководителю пройти наши курсы и стать руководителем похода выходного дня. То есть получается, что все будут проще отпустить как бы ребенка с обученным человеком и проще подписать приказ о походе директору, да? То есть как бы все выигрывают, поэтому следите за нашими публикациями. Мы все публикуем. У нас и телеграм-канал есть, и ВКонтакте, и сайт у нас работает «Юные якутяне» в поисковике. Если вы введете, то можете найти. А что нужно, чтобы стать частью вашей команды? Частью нашей команды. Ну, конечно, надо участвовать в наших мероприятиях, потому что мы стараемся идти в ногу со временем, все, чтобы было детям интересно. Положения наши всегда размещаются на нашем сайте, в наших соцсетях. В принципе, сейчас стоит такая задача развивать маршруты, да, детские, туристические. Вот тот конкурс, который я упоминала в самом начале, «Моя Якутия», это ребята, они сами формируют, точнее, создают этот маршрут и сами придумывают, куда они пойдут, что они будут смотреть. Самое интересное, что мы должны создавать, точнее, создаем уже реестр маршрутов, и то есть ребята из других улусов могут посмотреть на маршруты, и, допустим, если они в своем улусе уже куда-то ходили, они могут воспользоваться этими маршрутами и пойти, допустим, в соседний Амга, может пойти в Чурапчу, там в соседние улусы. Это очень интересно, потому что там описание маршрута полностью, там написано, сколько километров, сколько ночевок, сколько дневок, что с собой взять, какие там интересные, может быть, достопримечательности, видео и фото там тоже прилагаются. Ну, получается такой подробный маршрут, который уже можно пользоваться полноценно. Да, совершенно верно. Здорово. А какие еще у вас есть направления у центра?
Вообще наш центр, конечно, курирует всю систему дополнительного образования республики. То есть это, получается, и экологическое образование, и спортивное, и физкультурно-спортивное, и вот туристско-краеведческое, которое я курирую. Значит, у нас еще есть дроны, теперь у нас появились, да. Так, социально-гуманитарное направление. И вообще мы систему дополнительного образования курируем полностью, методически. Ну, как вы оцените вот развитие дополнительного образования на данный момент на территории республики, вот с учетом активности ваших участников, конкурсов? Вообще у нас на самом деле с дополнительным образованием всегда было хорошо, потому что благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву, когда у нас вот пионерия, там, комсомол разваливался, он это все, очень, конечно, был мудрый человек, он создал очень большую такую базу для того, чтобы дети не разбежались. То есть сейчас вот появились же движения первых, навигаторы, они появились только сейчас. И, конечно, это очень облегчает работу, потому что они тоже ведут, ну, это уже федеральные типа наших, как советские пионеры и октябрята, да, Орлята России и так далее. А вот в нашем регионе у нас очень мощные есть воспитательные программы дополнительного образования, почти в каждом УУСе есть. То есть у нас очень хорошо работают примерно 100 с лишним, по-моему, у нас центров дополнительного образования, которые вот работают по всем направлениям. Спасибо большое, очень интересный опыт. Я уверена, что ребята тоже заинтересуются, потому что это туризм, это, ну, это правда актуально, это современно, и тем более, если он уже в таком высокотехнологичном порядке. Так что участвуйте обязательно, разрабатывайте свои маршруты, выиграете конкурсы и просто будете частью такой дружной команды. До новых встреч!